Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня поговорим о таком заболевании, как сахарный диабет, о его лечении и мерах профилактики. И гость студии Анастасия Люковец, врач-эндокринолог Республиканского эндокринологического центра РКБ имени Куватова. Здравствуйте, Анастасия Викторовна, спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Итак, начинаем. Сахарный диабет включен в национальный проект «Продолжительная активная жизнь». И даже в его структуре там есть еще и федеральный проект, да, борьба с сахарным диабетом. Вот расскажите об этом заболевании, почему так важно о нем знать и в чем его опасность. Вообще сахарный диабет – это не просто повышение уровня глюкозы в крови, уровня сахара в крови, это системное поражение всего организма. И диабет опасен именно тем, что у него достаточно сложные хронические сосудистые осложнения, которые затрагивают такие органы, как мозг, глаза, сердце, почки и нервы. По статистике, 2 из 3 человек с сахарным диабетом могут перенести инфаркт или инсульт. Поэтому борьба с сахарным диабетом, она включена в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Ну вот нам с детства всегда говорили, не ешь много сахара, уровень сахара повысится. Вот только ли дело в еде и только ли дело в сладком, или не совсем так? Безусловно, питание играет важную роль в профилактике сахарного диабета 2 типа, но не только еда у нас провоцирует развитие сам по себе диабет, но и если у нас есть низкая физическая активность, а она должна у нас присутствовать как минимум 150 минут в неделю, у нас должна быть физическая нагрузка, потому что она у нас повышает чувствительность к инсулину и позволяет контролировать вес, что является еще одной причиной развития сахарного диабета. Если у нас присутствует избыточная масса тела или ожирение, это также провоцирует риск развития сахарного диабета. То есть надо следить обязательно за весом и заниматься физической нагрузкой. Но вот, кстати, я слышала, что бывают такие случаи, когда ребенок, возможно, подросток, возможно, это вот просто неокрепший организм, занимаются, это такая достаточно явная и усиленная физическая нагрузка, и потом тоже это может спровоцировать сахарный диабет. Это так или все-таки спорт, наоборот, помогает? Еще одним фактором, который провоцирует сахарный диабет, является достаточно большая стрессовая нагрузка. Как таковая сама по себе физическая нагрузка не является триггером развития сахарного диабета, но если это неадекватная физическая нагрузка, то есть такие вот достаточно большие физические упражнения, физическая активность, которая у нас может спровоцировать такое развитие сахарного диабета, скорее всего, это будет именно стрессовым фактором, то есть это неадекватная нагрузка физическая, которая спровоцирует развитие сахарного диабета. Сама по себе физическая нагрузка не вызывает сахарный диабет. Анастасия Викторовна, получается, что если ребенок, подросток, да, или взрослый не рассчитали свои силы или, скажем так, дали организму вот эту вот усиленную физическую нагрузку, но самое главное, что у них какая-то была предрасположенность, это наследственное или что-то такое. Да, возможно, потому что существуют разные типы диабета, 1 и 2 тип диабета. Сейчас у нас в России около 5 миллионов человек с сахарным диабетом, и 90% из них это сахарный диабет 2 типа, который как раз-таки провоцирует это неправильное питание, малоподвижный образ жизни, частые стрессовые ситуации. Возможно, у кого-то в роду был сахарный диабет, а вот сахарный диабет 1 типа, которого всего лишь 10% от вот этих 5 миллионов, это как раз-таки генетически обусловленное заболевание, которое мы не можем спрофилактировать. То есть это предрасположенность, ее никак мы не можем на нее повлиять, чтобы у нас не развился в дальнейшем сахарный диабет 1 типа. Как правило, это диабет, который развивается в молодом возрасте, до 45 лет, но сейчас он может развиться и достаточно в пожилом возрасте, и мы его наблюдаем у людей старшего поколения даже после 70 лет. А вот сахарный диабет 2 типа, он как раз-таки профилактируется в 80% случаев правильным образом жизни. И он, получается, как-то, так скажем, легче поддерживается и лечится. Конечно, он легче у нас поддается контролю. Если сахарный диабет 1 типа, мы сразу начинаем лечить инсулинами, потому что сахарный диабет 1 типа аутоиммунное заболевание, когда у нас клетки иммунной системы сами уничтожают клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, и мы, в принципе, не можем лечением повлиять на выработку инсулина, раз он не может там, в принципе, вырабатываться. Поэтому сразу лечение начинается инсулинами. При сахарном диабете 2 типа немножко иная ситуация. Инсулин у нас
вырабатывается, продолжает у нас сохраняться функция клеток поджелудочной железы. И как раз таки лекарствами, таблетками, питанием мы можем способствовать повышению выработки этого инсулина и это профилактировать. То есть сахарный диабет второго типа на ранней стадии, когда мы его выявляем, профилактике подается гораздо легче. И контроль в том числе. А есть еще случаи врожденный сахарный диабет. Это что за случаи такие, как их вообще избежать? Часто путают слово врожденный сахарный диабет и сахарный диабет первого типа. Врожденный диабет – это когда у нас ребеночек уже рождается с данным диабетом. Это очень редкие единичные случаи, их очень-очень мало. А как раз таки сахарный диабет первого типа, который у нас наследственно обусловленный, он появляется, как правило, в любом возрасте, и он наследственно обусловленный. То есть это разные вещи. В конце 2019 года случился COVID-19, это всеобщая пандемия. Было ли такое, что вот этот ковид как раз-таки тоже провоцирует сахарный диабет? Да, были проведены исследования, но все-таки перенесенная ковид-инфекция, она больше провоцирует сахарный диабет первого типа, нежели сахарный диабет второго типа, опять-таки, который мы можем профилактировать. А давайте все-таки сейчас еще раз про меры профилактики. Прям поподробнее, что нужно делать, сколько раз в месяц, в год нужно сдавать анализы и какие-то анализы. И, может быть, не только анализы. Во-первых, у нас есть факторы риска развития сахарного диабета, то есть сахарный диабет второго типа, наиболее распространенный, у нас появляется у людей старше 45 лет, у которых есть избыточная масса тела или ожирение, у кого есть артериальная гипертония, малоподвижный образ жизни и много стресса. Если нам до 45 лет и у нас нет вот этих факторов риска, которые я перечислила ранее, то нам достаточно сдавать анализ глюкозы крови один раз в 3 года. Если у нас есть какой-то из этих факторов, которые мы перечислили ранее, то рекомендуется сдавать раз в год, и также по самочувствию можно сдавать чаще. Если есть признаки диабета, то лучше обратиться сразу к врачу и сдать кровь, то есть сдать глюкозу крови, посмотреть. Признаки диабета, то есть если мы обращаем внимание, что у нас повышенная утомляемость, что мы стали больше пить воды, у нас учащенное ночное мочеиспускание, зуд кожи, возможно, плохое заживление ран, то нам стоит обратиться все-таки к врачу. И для начала, наверное, снизить потребление сладкого. Скажите, что дает ранняя диагностика, почему так важно вовремя распознать это заболевание? Сахарный диабет второго типа достаточно длительное время, порой даже несколько лет, протекает бессимптомно. Поэтому ранняя диагностика способствует своевременному началу лечения и профилактике осложнений сахарного диабета. Вот эти осложнения как раз-таки очень опасны. Это у нас инфаркты, инсульты, хроническая болезнь почек и потеря зрения. Чем раньше мы начнем лечиться и профилактировать, тем больше вероятность, что эти осложнения у нас не разовьются. А бессимптомно это значит, что мы увидим только по анализам? Скорее всего, только по анализам, либо когда у нас уже появились те признаки, о которых я сказала, но мы на них не обращали внимания. То есть такое немножечко скрытое заболевание, то есть нужно держать ухо востро. Но получается, что все люди так или иначе в зоне риска? Все люди, если опять-таки, как мы говорили, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, то есть у нас много легко усвояемых углеводов в пище, у нас высококалорийное питание, частый фастфуд у нас, малоподвижный образ жизни. У кого-то из родителей или из близких родственников есть сахарный диабет, то да, эти люди у нас будут в зоне риска развития сахарного диабета. Да, вы в целом рассказали об осложнениях, соответственно, о профилактике осложнений. Но вообще какие шаги и задачи в рамках нацпроекта уже реализуются? Какие планируется достичь? Может быть, у вас какие-то есть задачи к какому-то году это все сделать? Да, у нас в республике ведутся активные мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. Сейчас на данный момент в республике Башкортостан открыто 42 кабинета школ для пациентов с сахарным диабетом первого типа, второго типа, а также для детей. Мы планируем у нас в республике увеличивать количество школ для пациентов с сахарным диабетом. Также у нас в рамках национального проекта все беременные женщины с нарушением углеводного обмена, в том числе сахарный диабет первого и второго типа, гестационный сахарный диабет, обеспечивается системами непрерывного мониторинга глюкозы. И все дети с сахарным диабетом у нас также обеспечиваются мониторингами глюкозы непрерывными.
Также сейчас в рамках национального проекта запущен сайт, называется он «Про диабет». Данный сайт ведется у нас экспертами, эндокринологами, врачами, то есть там есть раздел для пациентов, для врачей. На этом сайте можно найти все подсчеты, калькуляторы хлебных единичек, это кто у нас сахарный диабет первого типа, может этим спокойно пользоваться. Также на данном сайте люди с сахарным диабетом свободно могут пройти обучение в школе диабета, первый или второй тип, все в открытом доступе. Настоятельно рекомендую, кто у нас есть пациенты с сахарным диабетом, им воспользоваться. Анастасия Викторовна, спасибо, что были с нами и все рассказали. Я как понимаю, фокус на диабете в нацпроекте такая не разовая акция, это у нас системная работа, которая уже дает результаты и будет продолжаться. Конечно, спасибо. Это была программа «Интервью». Будьте здоровы, оставайтесь на телеканале БСТ.